В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. Тема нашего выпуска – вирус иммунодефицита человека. Кажется, что на фоне ковида все другие болезни ушли на второй план, но, к сожалению, они никуда не делись. Пандемия закончилась, а проблема распространения ВИЧ остается одной из основных в любой стране. По данным ВОЗ, за последние 30 лет ВИЧ унес более 25 миллионов человеческих жизней. В 2011 году в мире насчитывалось примерно 34 миллиона людей с ВИЧ. Проблема с заболеваемостью ВИЧ-СПИД есть и у нас в стране. На сегодняшний день, по официальным данным, свыше 1000 человек ВИЧ-инфицированы. В каких случаях необходимо пройти обследование на ВИЧ? Каким путем передается инфекция? Какое лечение оказывается больным в центре СПИД? И можно ли жить с этим вирусом? Мы постараемся ответить на все эти вопросы. ВИЧ-инфекция и ее последствия, приводящие к возникновению СПИДа, одна из драматических проблем нашего времени. Среди причин, обуславливающих неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в отношении ВИЧ и СПИДа, социальные проблемы, низкий уровень сознательности, отсутствие знаний о заболеваниях, передающихся половым путем, непонимание индивидуального риска и последствий заболевания группы высокого риска. Главная опасность ВИЧ в том, что, попадая в организм человека, он полностью уничтожает пораженные клетки, отвечающие за иммунитет человека. В результате угнетается работа иммунной системы, и организм становится беззащитным перед инфекциями, не характерными для людей с нормальным иммунным статусом, а также развитием разнообразных опухолей. Со временем в организме ВИЧ-инфицированного развивается синдром приобретенного иммунного дефицита – СПИДа. А это уже завершающая стадия развития инфекции, предполагающая летальный исход. Информация о том, что вирус необратимо разрушает клетки иммунной системы, должна убедить в неизлечимости заболевания, а значит, в обязательном соблюдении мер профилактики. Насчет общего количества. Свыше 1000 человек. Официальные данные, точное количество мне сложно сказать, потому что очень многие не хотят становиться здесь на учет, выезжают за пределы Абхазии, там сдают анализы, но при этом живут здесь, и поэтому общее количество живущих с ВИЧ именно здесь у нас в Абхазии мне сложно сказать. У нас в течение 3 лет по росту заболеваемости ВИЧ-инфекции, я имею в виду впервые, когда выявляется ВИЧ-инфекция, была этакая плата, то есть свыше 60-70 человек впервые выявленных у нас не было. Это считалось стабильная ситуация. В год? В год. Так у нас получают препараты, конечно, намного больше пациентов. Это свыше 700 те пациенты, которые уже на терапии. Выявляемость у нас была раньше лучше в каком плане? Мы могли обследовать, у нас была возможность выезжать в отдаленные участки нашей Абхазии и обследовать в машине, в лабораторной диагностика у нас была более обширная, это было до ковида. То есть это говорилось о том, что выявляемость могла быть выше. В период ковида мы чуть-чуть не могли такую возможность предоставить людям. Но на сегодняшний день пока, конечно, сложно судить, еще год не прошел. Ну, на сегодняшний день, который у нас состоит на диспансерном учете, это те дети, которые родились от ВИЧ-позитивных матерей, у которых был диагностирован диагноз на поздних сроках беременности. Вот, и в результате мать не получала терапию, соответственно, дети рождались у нас положительными. Так как наш центр существует уже на протяжении 23 лет, и то есть дети, которые родились в начале 2000-х, которые с рождения получали АРВ-терапию, то есть они уже взрослые люди, студенты, и ведут активный образ жизни. Те дети, которые у нас рождаются от позитивных матерей, они получают профилактику в обязательном порядке, то есть с момента рождения. И
на протяжении 2-3 лет они у нас состоят на учете, мы за ними наблюдаем. То есть в большинстве это, конечно, 98% это что у нас потом они отрицательные. То есть это те мамы, которые вовремя получили препараты и профилактика была у них. Согласно статистике, в нашей стране в течение последних 5 лет количество ВИЧ-инфицированных, которые впервые узнали о своем диагнозе, выросло незначительно. Как говорят врачи, пока у нас нет роста, количество больных варьируется плюс-минус 10 человек. Люди стали более информированы. Помимо этого, сотрудников госучреждений обязали сдавать анализы на стадии приема на работу. Это тоже помогает выявлению инфекции. Однако специалисты опасаются, что до конца года количество больных может увеличиться, так как в этом году ожидается приезд большого количества отдыхающих. Вполне возможно, что среди них будут и те, кто и сам не знает, что болен, и невольно они станут распространителями ВИЧ и других инфекций. Поэтому я даже писала письмо в Министерство здравоохранения, наш министр с этим согласен, что контроль над заболеванием должно быть только у государства, то есть это монополия, то есть государство должно контролировать. Почему? Потому что мы выявляем пациента, контролируем, объясняем, контролируем, ищем партнеров, даем препараты. Когда пациент начинает получать препараты, он становится не заразен, скажем так. То есть это тоже контроль за заболеванием. Большой шаг вперед в нашей стране по ВИЧ-СПИДу с 2008 года, когда мы начали выдавать препараты пациентам. То есть улучшилось их качество жизни. Вирусная нагрузка их стала снижаться до нуля, то есть они не заразны. У нас программа уже на протяжении 20 лет по родовспоможению. Все граждане нашей страны, все беременные, они в год дважды мы их обследуем, тестируем. Конечно, первые годы у нас цифры были более такие вот устрашающие. У нас до 12, до 15 беременных в год мы выявляли. На сегодняшний день это у нас от 6 до 8 вновь выявленные беременные. Да. Как правило, и есть те, которые и второй, и третий раз рожают, то есть это те, которые получают АРВ-терапию, это их решение, то есть этому никто не может повлиять. Но дети от таких... Да, отрицательно. Центр СПИД при Республиканском кожвендиспансере работает с 2001 года. Огромную роль в его открытии сыграла Людмила Авицба, которая в то время была министром здравоохранения республики. Как дальновидный руководитель она понимала, что проблема, связанная с распространением ВИЧ, станет актуальной и у нас в стране. Поэтому приложила много усилий для организации центра. Вначале здесь не могли предложить пациентам ничего, кроме диагноза. Но за 20 лет сотрудники приобрели большой опыт, и сегодня Центр является одним из ведущих медучреждений страны. Благодаря программам, которые очень было сложно Людмиле Борисовне все это нам сюда привнести, это ее 20-летний труд, ее детище, но она поэтапно все это делала, она обучала нас. Она думала, как дальше помогать этим пациентам, кроме того, что озвучиваешь диагноз. И в 2008 году мы, обучив врачей наших, наконец-то появилась возможность дать препараты пациентам. На сегодняшний день мы можем обследовать их на все инфекции, которые для иммуносупрессивных людей, то есть у кого низкий иммунитет, могут быть смертельные на нашей аппаратуре. Мы можем обследовать на иммунитет, что очень важно для этих пациентов, и на вирусную нагрузку. Что значит вирусная нагрузка? Когда пациенты начинают пить препараты, через определенное время у них вирус в крови снижается до нуля. И это очень важно, это контроль за заболеванием, контроль за самочувствием. На сегодняшний день мы все это можем им дать.
Все это делаем бесплатно, начиная с общего анализа крови, ну не знаю, те же вирусы, токсоплазмоз, вирус простого герпеса, все это нашим пациентам мы делаем бесплатно. И каждый раз мы добавляем обследование на гормоны, на гепатит С. Мало того, что мы выявляем гепатит С бесплатно, именно ВИЧ-инфицированным, мы делаем вирусную нагрузку этим пациентам. То есть мы понимаем, надо лечить гепатит С, не надо лечить. То есть не только медицина шагнула вперед, но это понятно, но и наш центр. Самое главное, конечно, это то, что мы даем препараты, мы даем шанс пациентам жить долго и качественно. Плюс за этим всем следить. Вот эта работа, я вам рассказала ее в 2 словах, но это 20-летняя работа нашего главврача Людмилы Борисовны Авицбо, которая по крупицам все это собирала. На сегодняшний день я могу сказать, что у нас есть все необходимое для того, чтобы поставить диагноз и делать все те необходимые анализы нашим пациентам. То есть мы обеспечены по максимуму. Единственное, может быть, что нам бы хотелось, это вот для определения вирусной нагрузки реактивы, там мы с какой-то периодичностью получаем. А в целом, в основном у нас есть все необходимое для работы в лаборатории, и препараты тоже, это вам, наверное, уже сказали, что у нас перебоев не бывает. То есть наши пациенты, которые приходят в центр, которые обращаются, то есть для них все анализы клинические, биохимические, определение вирусной нагрузки, определение клеток иммунной системы, это все мы им делаем совершенно бесплатно. Заражение ВИЧ возможно только в случае, когда кровь, грудное молоко или другие жидкости инфицированного попадают в кровь другого человека. ВИЧ содержится практически во всех биологических жидкостях зараженного организма, но в разных концентрациях. Самым распространенным способом заражения является незащищенный половой акт. Опасность заражения существует при использовании шприцев для введения наркотиков путем инъекции. При этом до сих пор неизвестно ни одного случая заражения ВИЧ через мочу, слюну, слезы. В этих выделениях организма инфицированного человека ВИЧ содержится в количествах недостаточных для заражения другого человека. Следовательно, нет никакой опасности заражения при рукопожатии, объятиях, поглаживании и поцелуях, равно как ничего не угрожает человеку, когда носитель вируса кашляет или чихает в его сторону. Тарелки, стаканы, ножи, ложки, дверные ручки, которыми пользуется больной, не опасны. Работа или совместное проживание с зараженными людьми, уход за ними не связаны с какой-либо опасностью. Но если ВИЧ попадает в кровь, обезвредить его там уже невозможно. На сегодняшний день еще не существует лекарства, с помощью которого можно было бы убить или вывести инфекцию из организма, или вакцины, которая могла бы предотвратить развитие заболевания или попадание ВИЧ в организм. Самое лучшее – принимать меры предосторожности, но даже если кто-то заболел, врачи утверждают – это не приговор. Вам лично приходилось сообщать человеку, что он заражен? Да, мне, конечно, приходилось, бывало, несколько раз это делать. Конечно, по-разному все эту информацию воспринимают. Просто на сегодняшний день, благодаря тому, что имеется у нас возможность получать АРВ-терапию, все, без исключения, пациенты, которые состоят на диспансерном учете, то есть они все бесплатно могут получать эти препараты, так скажем, пожизненно. То есть у этих пациентов качество жизни улучшается. Они, если начинают вести здоровый образ жизни, то есть у них и могут быть и дети здоровыми. Это не приговор. Если 90-е годы, там 80-е, то есть это было как страшное заболевание, то на сегодняшний день все те, которые пациенты, кому мы диагностируем, они все начинают сразу практически АРВ-терапию, и за счет этого, можно сказать, что у нас количество вновь выявляемых уменьшается. Те пациенты, которые получают препараты, у них вирусная нагрузка снижается, даже по нулям, то есть от них никто не может заразиться, то есть там совсем маленький процент передачи. Обследование на наличие ВИЧ лучше пройти в специальном
центре анонимность гарантируется. Здесь также находится психолог, который окажет помощь. Если своевременно выявить ВИЧ, то по отношению к пациенту применяется медикаментозное лечение. Сегодня от ВИЧ-инфекции не умирают. Люди, которые принимают терапию, живут 10, 15 и 20 лет. Если своевременно начать лечение, то человек будет продолжать жить дальше и при этом не будет распространять болезнь. ВИЧ-СПИД – это одно и то же слово. То есть это один и тот же вирус. Но ВИЧ мы говорим, когда вирусоносительство, вирус в крови у человека, он заразен, если не начнет лечение, но проявления заболеваний нет. И хуже всего, что это может длиться 5 лет, 7 лет, 8 лет. То есть если человек случайно не сдаст, он не знает о том, что он инфицирован, и, соответственно, может распространять эту инфекцию. Если человек приходит уже в стадии, например, вот от нашей терапевты, часто зная клинику этих заболеваний, они приглашают пациентов к нам сдавать на ВИЧ, и чаще всего подтверждается. Если уже в стадии пришел человек, все равно, конечно, вытаскиваем, все равно эти люди живут и продолжают дальше. Вот выздоровели, я имею в виду от оппортунистической инфекции, допустим, от менингита грибкового. Подключаем терапию, и ты говоришь этому пациенту, что ты не умрешь через год, через 2, может и через 5. Если ты пьешь терапию, у тебя все хорошо. Это действительно так. Но надо доносить до пациента, надо объяснять. Наши доктора много времени уходят до того, чтобы донести правильно пациенту, потому что когда пациент слышит этот диагноз, конечно, по-разному все реагируют. И первое, что они говорят, ну как так, как жить, как с этим жить. С этим можно жить, потому что это можно контролировать. При этом, когда ты человеку говоришь, что ты чувствовать себя будешь хорошо, что ты не заразишь никого, нужно пить, приходить к доктору, быть каждые 3 месяца сдавать анализы, и в принципе все хорошо. Часто я это заболевание связываю с сахарным диабетом для пациентов. Для того, чтобы они понимали, вот при сахарном диабете установили, ты пьешь таблетки, сахара не поднимаются, все под контролем, ты живешь. Вот аналогично также и ВИЧ. Ты пьешь препараты, все под контролем, иммунитет не падает, плюс ты не заразен. Важнейшей действенной мерой борьбы с ВИЧ-инфекцией является профилактика. Она должна проводиться комплексно в отношении источников вируса, механизмов, путей и факторов передачи, а также восприимчивости, включая лиц из уязвимых групп населения. Чтобы избежать заражения, человек должен знать пути передачи инфекции. Только следуя этим правилам, он сможет защитить себя. Я лично в школу 10-11 класс мы проводили эти лекции. Конечно, очень аккуратно. Все-таки наши дети выезжают в Россию. Они должны знать. Мы должны разговаривать с детьми и говорить и с детьми, и со всеми другими людьми. То есть они должны быть информированными, как передается эта инфекция. Это 1 плюс. Обследовать. Чем больше населения мы обследуем, тем лучше. Для чего это делать? Для того, чтобы чем больше охват мы возьмем. Да, выявилась эта инфекция, но ее можно контролировать. Контролируется это заболевание благодаря препаратам. Чем больше мы будем знать, что вот столько-то пациентов ВИЧ-инфицированных, мы их берем на контроль, они получают терапию, чувствуют себя в принципе здоровыми, и они знают о том, что они могут не передать эту инфекцию. То есть родители, мамы могут знать и рожать здоровых детей. Так как это заболевание можно контролировать, да, конечно, когда человек уже приходит в стадии СПИД, когда идет проявление заболевания, конечно, могут быть и летальные исходы, потому что там идет жуткая иммуносупрессия. На фоне это снижение иммунитета. На фоне иммуносупрессии присоединяются очень сложные инфекции. Это туберкулез легких, это менингит разного характера, грибкового, например. Это пневмоцистная пневмония, которая, конечно, может привести к летальному
исходу. Но чтобы человек не дошел до этой стадии, если он своевременно начнет терапию, то он никогда до этой стадии не дойдет. Периодически центр СПИД, то есть старается и проводит по мере возможности вот эти профилактические мероприятия. Плюс у нас есть мобильная лаборатория, которая тоже на протяжении 12 лет у нас, как и в центре города у нас, бывали эти акции, проводили, так и в районы, то есть и даже мы ездили в села большие, то есть и отдаленные, чтобы по максимуму население было у нас протестировано, и были плоды, у нас выявлялись и ВИЧ-инфекции, и гепатиты. Любое заболевание, которое, если вовремя начатая терапия, то есть это благоприятно потом в будущем для лечения. На сегодняшний день Центр СПИД проводит различные мероприятия для предотвращения заболевания. Это своевременное выявление, установление диагноза ВИЧ, обследование доноров крови, по возможности профилактическая работа с уязвимыми группами населения, гигиеническое воспитание, лекции в школах с информацией об опасных заболеваниях, бесплатная диагностика крови и так далее. Есть много болезней, от которых человек себя предохранить не может. Например, тот же самый рак. Да, он бывает разной стадии, разной степени. Можно с ним прожить, можно умереть через 3 месяца. ВИЧ-инфекция – это совершенно другое заболевание, то есть оно приобретенное. И хочу обратиться к людям, что мы можем себя предохранить от этой инфекции, то есть не приобрести ее. Для этого нужно просто знать пути передачи и, соответственно, себя предохранять. Если человек сдает своевременно кровь, он знает о своем статусе, значит, он сегодня, зная о своем статусе, завтра предостережет свою семью и других. Обязательно сдавайте анализы. Во-первых, есть такие еще инфекции, как гепатиты. На сегодняшний день гепатит С можно вообще вылечить, если ты своевременно сдал кровь. Завтра у тебя не будет цирроза. Ты вылечился и забыл об этой проблеме. Обязательно надо сдавать кровь. Это первое, чтобы знать о своем статусе. Второе, это надо обязательно бдить свою жизнь, потому что, предохраняясь, мы предохраняем прежде всего себя. Когда ты имеешь знания, ты вооружен. Это, наверное, касается не только ВИЧ-инфекции, а всех заболеваний. То есть каждый человек должен ходить периодически, сдавать анализы клинические, биохимические. Но в зависимости, если те люди, которые себя относят к группе риска, то есть они раз в год хотя бы должны сдавать на эти анализы ВИЧ и гепатиты. А так, кроме того, хочется сказать, что постковидные осложнения у всех есть, то есть пусть это не забывают, то есть пусть сдают анализы, обследуются. Это важно для того, чтобы наша нация была здоровой. И мы хотим просто, как медики, работать с целью профилактики. Мы не хотим, чтобы вы болели. Просим вас, ходите и обращайтесь к врачам, не бойтесь. Самое главное, чтобы предотвратили болезнь. Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается ежегодно 19 мая. Цель памятной даты – еще раз проинформировать общество о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции, своевременном диагностировании заболевания, факторах риска инфицирования. В этот день сотрудники Центра СПИД приглашают всех желающих на бесплатную диагностику крови. Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, каждому необходимо периодически посещать врача. Не относитесь беспечно к своему здоровью, прислушивайтесь к себе и будьте бдительны. А я желаю вам здоровья и прощаюсь до новых встреч.